Доброе утро, уважаемые коллеги. Начинаем вебинар на тему «Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку за 2020, за 2021 годы». В своем анализе я опиралась на статистическо-аналитический отчет о результатах ЕГЭ в Республике Коми 2021 года. В вебинаре познакомлюсь с результатами ЕГЭ, укажу, какие задания вызывают затруднения у выпускников, и выявим рекомендации для устранения слабых позиций ЕГЭ. Общее количество участников ЕГЭ по русскому языку в 2021 году составляло 4289 человек. Это на 211 человек больше, чем в 2020 году. Увеличение количества участников связано с тем, что в 2020 году ЕГЭ по русскому языку сдавали только те обучающиеся, которые поступали в высшие учебные заведения. Среди участников ЕГЭ по русскому языку в 2021 году больше всего выпускников средних общеобразовательных школ текущего года. Это 2359 человек. Количество выпускников общеобразовательных организаций с углубленным изучением отдельных предметов 786, выпускников лицеев 373, выпускников лицеев-интернатов 64 человека, гимназий интернатов 25 человек, выпускников Республиканского центра образования 4 человека, выпускников кадетских школ 22 человека, выпускников вечерней сменной школы 9 человек. Тестовые баллы ЕГЭ по русскому языку в 2021 году распределились следующим образом. От 0 до 9 тестовых баллов набрали 3 человека. Показатель хуже, чем в 2020 году. В 2020 году был 1 человек. От 10 до 19 баллов набрали 8 человек. Показатель тоже хуже, чем в 2020 году. В 2020 году было таких 4 человека. От 20 до 29 баллов набрали 15 человек. Показатель хуже, чем в 2020 году. В 2020 году было 12 человек. От 30 до 39 тестовых баллов набрали 88 человек. Показатель хуже. В 2020 году было 72 человека. Таким образом, от 0 до 39 тестовых баллов набрали 114 человек. Это участники ЕГЭ, которые демонстрируют крайне низкие результаты. Количество участников ЕГЭ по русскому языку с крайне низкими результатами увеличилось с 2020 годом на 25 человек. Отрицательная динамика может быть связана с обучением, с применением дистанционных образовательных технологий, с недостаточным повышением квалификации учителей. От 40 до 49 тестовых баллов набрали 323 человека, что на 53 человека больше, чем в 2020 году. Это свидетельствует о недостаточной подготовке участников ЕГЭ. От 50 до 59 тестовых баллов набрали 718 человек. В 2020 году было 764 человека, но показатель ухудшился в процентном соотношении. В 2021 году это 16,7%, в 2020 году это процентное отношение ниже. Итак, 1041 участник получили от 40 до 59 тестовых баллов. Показатель хуже, чем в 2020 году. В 2020 году было 1034 человека. От 60 до 69 тестовых баллов набрали 1166 человека. От 70 до 79 тестовых баллов набрали 1007 человек. Показатель повысился по сравнению с 2020 годом на 20 человек. Здесь положительная динамика. От 80 до 89 тестовых баллов 686 человек. Это 15,99%.
от 80 до 89 баллов в предыдущем году набрали 16% выпускников. Здесь отрицательная динамика. И высокобальники от 90 до 100 тестовых баллов получили 280 человек. Показатель по сравнению с 2020 годом увеличился на 134 человека. Итак, 966 человек набрали от 80 до 100 баллов и продемонстрировали высокие результаты ЕГЭ по русскому языку. Показатель на 158 человек больше, чем в 2020 году. Тенденция ЕГЭ по русскому языку в 2021 году такова: увеличение количества участников, продемонстрировавших крайне низкие результаты от 0 до 39 тестовых баллов, и увеличение количества участников, продемонстрировавших высокие результаты от 80 до 100 баллов. Сопоставительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку за 2019-2021 годы показал следующее. Доля участников, не набравших минимального балла в 2021 году, составляет 0,33%. Данный показатель на 0,82% лучше, чем в 2020 году, но на 0,2% хуже, чем в 2019. Средний тестовый балл составил в 2021 году 67,61, что лучше показателей 2020 года, но не доходит до показателей 2019 года. Количество участников, получивших от 81 до 99 баллов в 2020 году увеличилось по сравнению с 2020 годом на 166 человек. Но показатель 2019 года остается лучше. Количество участников, получивших 100 баллов, в 2021 году составило 8 человек, что на 5 человек больше, чем в 2020 году, и на 3 человека больше, чем в 2019. 100 баллов получили выпускники средних общеобразовательных организаций, школ с углубленным изучением отдельных предметов лицеев, лицея-интерната. Это выпускники образовательных учреждений города Сыктывкара, города Воркуты, физико-математического лицея и лицея при СГУ. Итак, показатели результатов ЕГЭ по русскому языку в 2021 году по среднему тестовому баллу, по получению минимальных баллов, по количеству человек, набравших от 81 до 100 баллов, выше показателей 2020 года, но не достигает показателей 2019 года. Выпускникам, освоившим основные образовательные программы среднего образования, было предложено для выполнения 27 заданий. Первая часть контрольно-измерительных материалов по русскому языку состоит из 26 заданий. Вторая часть состоит из одного задания. Задания контрольно-измерительных материалов по русскому языку позволяют проверить уровень сформированности следующих групп умений. Задание первое, 22, 23 и в 27 задании критерии 1, 2, 3 позволяют проверить уровень сформированности умений учащихся, проводить информационную переработку текста на базовом уровне, в том числе понимать основное содержание текста, замысел автора, извлекать информацию из текста и преобразовывать ее. Задание второе, 25, 27, это критерий 5, позволяют проверить уровень сформированности умений анализировать, соблюдать связь между предложениями текста на базовом и профильном уровнях. Задание третье, 24, 26 позволяет определить уровень сформированности, умение учащихся определять лексическое значение слова,
Особенности употребления в качестве языкового средства на базовом и профильном уровнях. Задания с 4 по 21 и в 27 задании критерии 7, 8, 9, 10 позволяют определить уровень сформированности овладения нормами русского языка, в том числе орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными на базовом и профильном уровнях. В ходе анализа результатов выполнения ЕГЭ по русскому языку в 2021 году в разрезе групп участников ЕГЭ с разным уровнем подготовки выделены задания с наименьшим процентом выполнения. Это задание номер 11, задание базового уровня, процент выполнения 49. Участники ЕГЭ умеют проводить орфографический анализ, в том числе определять условия выбора в суффиксах разных частей речи. Показатель с предыдущим годом ухудшился на 1%. Средний процент выполнения задания базового уровня 12. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. Показатель по сравнению с предыдущим годом незначительно ухудшился. Средний процент выполнения задания базового уровня номер 21, 46% лишь справились. Участники ЕГЭ, 46% участников ЕГЭ умеют проводить пунктуационный анализ, группировать предложения по условиям постановки знаков препинания. Показатель значительно средний балл, процент выполнения задания профильного уровня, это номер 25, составляет 40%. Менее 50% участников ЕГЭ умеют определять средства связи предложений в тексте. Показатель значительно ухудшился на 7,9%. Средний процент выполнения заданий профильного уровня 27-го задания по критерию 8, пунктуационные навыки, составляет 49%. В 2020 году он составлял 56%. Ухудшился на 7,34%. Средний процент выполнения профильного задания 27 по критерию К10 соблюдение речевых норм составляет 49%. В 2020 году был 44%. Показатель улучшился незначительно, но и все-таки составляет менее 50%. Итак, участники ЕГЭ по русскому языку в 2021 году продемонстрировали наименьший процент выполнения, менее 50%, по 4 заданиям базового уровня. Это задания 11, 12, 21, 25. И 2 критериям задания профильного уровня 27 критерии К8 и К10. Рассмотрим задания контрольно-измерительных материалов. Уровень сформированности умений проводить информационную обработку текста проверяется в задании 1. Это задание базового уровня. Составляет 87% участники справляются успешно с этим заданием. Умеют извлекать информацию из художественного и публицистического текстов на базовом уровне при выполнении задания 22. Составляет 82%. Задание номер 4 показывает, что выпускники в среднем 63% справляются с этим заданием. Однако в одном из вариантов КИМов этого года, 2021, учащиеся не справились с такими заданиями орфоэпическими нормами согнутой, оптовой, позвала.
Средний процент выполнения заданий базового уровня 5 лексические нормы при выборе паронимов с учетом контекста составляет в среднем 62%. Затруднения вызвали слова, подбор паронимов к слову «великий», не смогли определить значение слов «лакированный», «вечный», «единственный». Уровень умения различать виды речевых ошибок составляет 80%. Это задание номер 6. Однако речевые навыки, языковые нормы неплохо соблюдаются, выполняются учащимися при заданиях 4, 5, 6. Но уровень соблюдения речевых норм при написании сочинения по исходному тексту 27-го задания, критерий 10, составляет менее 50 баллов. Какие же речевые ошибки допущены выпускниками в 2021 году? Типичные ошибки следующие. Употребление слов в несвойственном значении. На слайде представлены ошибки. Лексическая несочетаемость. Чрезмерная экспрессивность речи, неумение употреблять средства выразительности, тавтология, пропуск слов, необходимых для понимания смысла, речевая недостаточность. Средний процент выполнения задания базового уровня 8, это анализ синтаксических норм, довольно высокий, 73, почти 74%. Однако при написании задания профильного уровня 27, критерии 9, учащиеся допускают грамматические ошибки. На слайде представлены грамматические ошибки, которые допущены выпускниками в 2021 году. Это неверное употребление деепричастных оборотов, употребление существительных с предлогом, построение предложений с однородными членами, согласование членов предложения, образование форм слов, герой-ампутант. Ампутант имеется в виду тот, кому ампутировали ногу в кругу солдатов. Употребление вида временных форм глагола. Грамматические и речевые ошибки учащиеся допускают из-за того, что не владеют практическими навыками анализа собственных высказываний с точки зрения соблюдения норм. Отдельно участники ЕГЭ готовятся к выполнению заданий 7, 8, но не применяют теоретические знания на практике при написании сочинения. Процент выполнения базовых заданий по анализу орфографических норм, это задание с 9 по 14, составляет в среднем от 41 до 83%. Выше 50% результаты выполнения следующих заданий. Это задание номер 9, правописание гласных в корне. Однако затруднения в этом году вызвали написание таких слов, как умолять, период. Неплохо справляются с заданием номер 10, орфографический анализ, правописание приставок, 54% средний процент выполнения. Однако в одном из вариантов этого года затруднения вызвали следующие слова: преобразовать, безинициативный, пасьянс, несдержанность. Задание 13. Правописание «не», слитно-раздельно. Процент выполнения почти 83. Но в одном из вариантов ЕГЭ затруднение вызвало написание слова «не сули». Возможно, дети не понимают значение глагола «сулить». Задание 14. Орфографический анализ. Это написание слитное, раздельное, дефисное.
слов почти 93% успешно справляются. Но затруднения в одном из КИМов вызвали такие словосочетания: что бы ни утверждали, наблюдать за тем, что происходит, навстречу двигался. 15-е задание – это правописание одной-двух «н» в суффиксах. Успешное тоже выполнение этого задания, но были допущены ошибки, в кратких причастиях вырезаны, наречие необыкновенно. В тестовой части неплохой процент выполнения заданий, связанных с орфографическими навыками. Орфографические нормы в профильном уровне в 27-го задании проверяются в критерии 7 и в среднем составляет 70, почти 71% выпускников успешно справляются. Однако укажу, какие типичные ошибки допущены при написании сочинений. Орфографические ошибки следующие. Правописание приставок неверное. Правописание гласных в корне слова. Правописание согласных, гласных и согласных в корне слова. Правописание окончаний существительных. Правописание «ца» и «ця». Ошибочно пишутся окончания глаголов. Правописание одной-двух «н» в суффиксах разных частей речи. Слитное, дефисное, раздельное написание слов. Ну и описки. Орфографические ошибки обусловлены тем, что участники ЕГЭ повторяют орфограммы для выполнения заданий с 9 по 15, но при этом в недостаточном объеме выполняют задания на формирование орфографической зоркости, не умеют находить ошибки в собственной письменной работе. Уровень овладения пунктуационными нормами. Средний процент выполнения заданий составляет от 51 до 84%. Пунктуационные нормы проверяются в заданиях с 16 по 20. В этом году вызвало затруднение использование противительного союза «однако» в задании 18. Следует обратить внимание то как вводное слово, то как противительный союз. Однако при написании сочинения именно пунктуационные нормы составляют низкий процент, меньше 50%, это 49%. И в задании профильного уровня по критерию 8 следует больше уделить вот именно в задание, чтобы связанной речи дети умели находить пунктуационные ошибки. Примеры пунктуационных ошибок представлены на слайде. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Лишние знаки препинания. Тире между подлежащими и сказуемым. Знаки препинания в предложениях со сравнительным оборотом. Знаки препинания в предложениях с сводными словами. Знаки препинания в сложных предложениях. Пунктуационные ошибки вызваны тем, что учащиеся выполняют однотипные задания при подготовке к первой части экзамена, не умеют проводить синтаксический анализ и определять тип предложения, не проверяют свою работу с точки зрения соблюдения пунктуационных норм. Уровень овладения этическими нормами. Процент высокий, 97%, не допускают этические ошибки всего лишь меньше 3%. Однако укажу, какие этические ошибки позволяют допускать выпускники. Перейдем к позиции самого Льва. Авторитетных людей, классиков литературы выпускники называют
по имени. Не к позиции Льва Толстого, а позиции Льва. Автора текста могут называть по имени. Надежда повествует о том. Уровень овладения навыками языковых единиц. Это задание номер 2, высокий процент, с которым справляются еще рано. На профильном уровне задание 25. Анализ средств связи в предложении. Тут, к сожалению, процент выполнения низкий, 40% всего лишь. При выполнении одного из вариантов учащиеся выпускники затруднились при поиске указательных, личных, притяжательных местоимений, не справились с анализом лексических повторов, однокоренных слов и формы слова. Ошибки при анализе средств связи обусловлены тем, что учащиеся не различают и не понимают, какое значение вносят в текст средства связи и для чего они используются, какими могут быть виды связи. Базовое задание номер 3. Высокий процент выполнения, 88. Это задание на лексический анализ слова. Хорошо выполняется задание номер 26. Почти 76% справляются с анализом языковых средств выразительности. Однако поиск в тексте синонимов, антонимов и особенно фразеологизмов вызывает затруднения, потому что в ходе подготовки к экзамену учащиеся практически не занимаются объяснением значения этих языковых средств. Если учащиеся и находят фразеологизм, то иногда расширены или сужены границы фразеологизма. Это уже ведет к ошибке. Анализ языковых средств вызывает затруднения, потому что учащиеся пытаются соотнести пример из текста и варианты ответов, предложенные в задании, но в меньшей мере анализируют изобразительно-выразительные возможности языковых средств, их значение в тексте. Показатель определения проблемы – это задание 27 профильного уровня. Критерий номер 1 в среднем составляет высокий процент – 97%. Однако ошибки при формулировке проблемы исходного текста обусловлены тем, что выпускники не анализируют предложенный текст, а пытаются подобрать формулировку проблемы. Учителя при подготовке к ЕГЭ в меньшей степени используют задания на обосновании выбора проблем из предложенных. Уровень умения комментировать проблему, поднятую в тексте, в среднем составляет 64%. Какие же ошибки допущены при комментировании проблемы? Не умеют сформулировать пояснение, к примеру, иллюстрации. В качестве образца посмотрите на слайд. Часто подают простой пересказ содержания без пояснения. Рассмотрим предложение 20 по 29. В данных предложениях дано повествование девочки, которая вышла из дома в поисках воды для больной матери. Неправильное определение типа связи между примерами. Другим аргументом можно сопоставить обратную сторону. Ошибки в анализе смысловой связи между примерами. Ошибки при комментировании проблемы отчасти обусловлены недостаточной подготовкой учащихся к объяснению смысла фрагмента текста в 9 классе. В 10-11 классах учащиеся не получают достаточного количества практических рекомендаций по анализу текстов публицистического и художественного стилей с учетом преобладающего типа речи. Не практикуются в определении связи между частями текстов разных типов речи и стилей речи. Процент выполнения заданий на определение позиции автора составляет, это критерий 3, составляет 88%.
Ошибки в определении позиции автора обусловлены тем, что на уроках русского языка и на уроках литературы обучающиеся в недостаточном объеме выполняют задания, нацеленные на анализ замысла автора, поисках средств представления авторской позиции, отношения автора к героям и их поступкам, решениям. Уровень выполнения задания на выражение отношения к позиции автора по проблеме исходного текста, критерий К4, это составляет 76%. Ошибки при обосновании отношения к позиции автора вызваны неточным определением авторской позиции, авторской точки зрения. Затруднение при обосновании своего отношения к позиции автора обусловлено прежде всего неумением определить проблему, поднятую в тексте, и отношение автора к поднятой проблеме. Выпускники не понимают, что значит выразить согласие или несогласие, обосновать свое отношение. Уровень овладения фактологической точностью высокий, 91%. Но на слайде приведены следующие фактические ошибки, которые допущены выпускниками. Это искажение сюжетов литературных произведений, искажают определение жанра произведения, авторства, название произведений, допускают ошибки в именах героев, их характеров и поступков. Фактические ошибки допущены из-за крайне узкого читательского кругозора, из-за невнимательного прочтения исходного текста. В ходе анализа результата ЕГЭ по русскому языку 2021 года можно сделать следующие выводы. Выявлена положительная динамика и достаточно высокий уровень сформированности умений по следующим заданиям и группам. Показатель выполнения задания номер 1 составляет 87,13. Показатель повысился по сравнению с 2020 годом. Показатель выполнения задания 2 – 84,24%. Показатель задания номер 3, умение определять лексическое значение слова, составляет 88%. Показатель выполнения задания 6, это лексический анализ употребления паронимов, составляет 80%. Но, к сожалению, не достиг уровня 2019 года. Показатель выполнения задания 13 составляет 82%. Задание 16 определять условия постановки знаков препинания в простых, осложненных и сложных предложениях с сочинительными союзами составляет 84,18%. Показатель выполнения задания 18 – это предложение с вводными, вставными конструкциями и обращениями, составляет 74%. Показатель выполнения задания 19. Умение анализировать постановку знаков препинания в сложно подчиненном предложении 84%. Показатель выполнения задания 26. Это анализ языковых средств. Почти 76%. И показатель выполнения профильного уровня задания 27 по критерию К1, формулировка проблемы, составляет 97,81. При всем при этом выявлен низкий процент выполнения и наблюдается снижение результатов по следующим заданиям и группам умений. Нам, как учителям, следует обратить особое внимание на следующие задания. Это задание номер 10, правописание приставок, 11,
правописание суффиксов разных частей речи. Задание 13, 15, слитное дефисное раздельное написание. Показатель выполнения задания 20 составляет всего лишь 50, почти 51%. Следует обратить на задание 22, информационная обработка текста, извлечение информации, анализ достоверности утверждений. Задание 23. Показатель выполнения задания 25 составляет 40%. Я уже говорила об этом. На это задание следует тоже обратить внимание. Средний показатель выполнения задания 27. Это написание сочинений по исходному тексту. 72%. Понизился, к сожалению, с 2019 годом. Показатель по критерию 2, комментарий к сформулированной проблеме, 64%, но этот процент снизился. Я уже говорила, что следует уделить большое внимание пунктуационным нормам, это критерий 8, грамматическим нормам сочинения, критерий 9, и показатель по критерию 10 тоже вызывает тревогу, 49%. В качестве рекомендаций и следующего вывода хочу сказать, что следует использовать больше заданий разного типа открытого банка, заданий ФИПИ, рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации, проводить работу по изучению статистическо-аналитической отчета результатов ЕГЭ предыдущих годов и учитывать ошибки в следующей своей работе. Положительная динамика выполнения выявлена по тем группам заданий и умений, по которым проведены семинары, тематические заседания методических объединений. У меня все, уважаемые коллеги. Готова ответить на вопросы. Всего вам доброго. До свидания. Вопросов не возникло. Значит, замечательно. Всем хорошего дня.